Бзира Шума, здравствуйте, уважаемые зрители Абснахабар. Мы продолжаем свою работу. Прошу прощения за мой такой необычный голос, но это последствия последних дней в Абхазии. А прежде чем мы перейдем к нашему эфиру и к нашей беседе, я прошу вас подписаться на Абснахабар во всех социальных сетях. Итак, у нас сегодня в студии наши постоянные гости, эксперты: Шой Иванович Какаля, заместитель председателя Айтглара, Ливан Мика, представитель комитета по защите суверенитета Абхазии. Вы все знаете о событиях, которые произошли в Абхазии за последнюю неделю. Были разные интерпретации этого, и, к сожалению, в наших СМИ некоторые средства массовой информации не совсем с реальностью дружат. Но что говорить о зарубежных СМИ, там информация поступала еще более искаженно. Поэтому, наверное, сегодня наша задача напомнить о том, что происходило, и что ждет Абхазию по нашему мнению. Шой Иванович, прошу. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, Ливан Гивич. К сожалению или к счастью, да кому как угодно, но наши прогнозы оказались пророческими. Все то, о чем мы говорили, все то, о чем мы предупреждали, все это реально произошло. Я хочу напомнить несколько тезисов. Вот мы говорили о том, что, я в частности говорил о том, что нарушения закона, которые демонстрирует общество, исполнительная власть, накапливаются и имеют такую особенность возвращаться. Вот они и вернулись. То, о чем мы говорили. В общем-то, мы говорили о том, что столкновение неизбежно в случае, если власть не отступит назад, если не изменит тональность, это столкновение произошло. Вот, наверное, в таких условиях не нужно, как говорится, обладать особыми какими-то способностями, чтобы прогнозировать то, что может случиться. Мы прогнозировали, оно произошло. Я бы хотел вообще так немножко напомнить всем нам, как эта власть пришла, какие первые шаги были у команды уже экс-президента, и какие были действия оппозиции, чтобы, в общем, было понимание, как говорится, где начало и как эта логическая цепочка выстраивалась и почему закончилась тем, чем закончилась. Вот. Мы все знаем, что в результате погромов они пришли к власти. В последующем, вот первые шаги, это вот была делегация, грузинская делегация с дарением иконы, вызвала такой очень большой общественный резонанс. Потом эта фотосессия в горах с шортами была. То есть ряд действий, которые всю дорогу вызывал возмущение в обществе. Вот я бы хотел напомнить, что вот организация, которую я представляю, в свое время, дабы избежать вот такого сценария, предложила нашу известную инициативу. Тогда к этому процессу подключились почти все политические организации оппозиционного толка. Вот. Была выработана дорожная карта. Вот, в общем-то, мы все шли к согласию, скажем так. У нас была реальная возможность создать некий орган, куда вошли бы представители оппозиционного крыла, и которые принимали бы решения по сложным вопросам, которые всегда были и всегда будут, и, соответственно, несли бы за принятое решение коллективную ответственность. Но тогда хочу напомнить, что произошло резонансное преступление. На набережной были избиты ветераны войны. Вот, власть отказалась адекватно реагировать в соответствии с законом. И это стало причиной того, что мы были вынуждены отозвать нашу инициативу. Вот, чтобы люди это знали, это важно напомнить. Понимаете, вот когда сегодня пытаются обвинить оппозицию, что вот надо было не так, надо было это, я хочу сказать, что все механизмы, весь инструментарий для того, чтобы уйти от этого столкновения и вразумить власть, оппозиции были использованы. Для сравнения, вот для критиков, которые сегодня с умным видом рассказывают, что так нельзя, надо было не так, надо было это, я хочу напомнить, что находясь в оппозиции, экс-президент Бжаня, руководящий, который был лидером оппозиции в период с 14 по 20 год, такой, знаете, лицом этой оппозиции были непрекращающиеся штурмы и непрекращающаяся дестабилизация в обществе. И это легко сегодня, как говорится, сесть и подсчитать, сколько было тогда организовано массовых беспорядков и по какому поводу это происходило. Это очень важный момент. И об этом надо говорить, я считаю. Об этом надо напоминать, я считаю. А то сегодня они все такими государственниками стали, такими мудрыми все стали. Вот такие вот прям о Конституции, кстати, вспомнили очень многие.
О диалоге вспомнили. О диалоге вспомнили, о Конституции вспомнили, о которой в этой студии мы многократно говорили. Многократно говорили о необходимости исполнения закона. Мы говорили о необходимости исполнения Конституции. Мы об этом говорили, мы к этому призывали. А теперь, когда случилось то, что случилось, теперь уже, как говорится, призывать и говорить о том, что, наверное, это уже не своевременно, как минимум, я считаю. Ну, это вот так вот, как говорится, если коротко. Вот. Мы прекрасно помним, как власть навязывала соглашение по сдаче Пицунда. В половине 6 утра мы вынуждены были всю ночь там стоять, когда они переносили дату сессии по своему усмотрению. Потом эта история с этими апартаментами. Как я тогда пошутил, я помню, в одном из этого. Их в дверь, они в окно. Их в окно, они в дымоход, понимаете. Вот залезли в дымоход, вот результат. Теперь, вот, как говорится, и лицо, соответственно, сажает. Да, спасибо. Ливан, твоя оценка того, что происходило, и что будет, ну, что будет дальше, наверное, мы обсудим. Да, наверное, построим таким образом, потому что... У меня тоже, кстати, будет своя оценка. Но потом. Да, да. Я здесь бы начал бы с того, что произошло. Да, произошло то, что народ воспользовался своим правом. И здесь и по Конституции народ является верховной властью в Абхазии, поэтому народ воспользовался этим правом и осуществил смену власти. Нельзя сказать, что это, так скажем, что это вот именно организовано какими-то вот оппозиционными только силами, там, значит, это вот, потому это было общенародное такое движение, где были представлены все регионы, были представлены все слои населения. И здесь фактически можно сказать, вот этот вот запрос общества и народа о том, что надо уже остановить эту вакханалию, которую творила власть, с какими-то инициативами антинародными. Можно так сказать, что народ пресек вот это. И сейчас мы, наверное, должны перевернуть эту страницу и думать уже о том, что как воплотить волю народа уже в новых решениях. И надо отметить, что все-таки в данной ситуации и правоохранительные органы, те, на которых надеялся президент для того, чтобы они пресекли, значит, возмущение народа, они проявили свое тоже мужество, надо сказать, гражданскую позицию. Они не стали противиться народу, не помешали ему. И поэтому, я думаю, вот такое волеизъявление народное, оно должно дальше продолжаться. И мы видим, что те попытки, мы, наверное, об этом будем говорить, те попытки, которые вернуться к прошлому, уже, я думаю, невозможны. Здесь надо сказать еще об одном очень важном факторе, что все это происходило на фоне таком доброжелательном отношении и вот союзническом отношении с Россией. Да? Здесь все митинги происходили с российскими флагами. Люди очень доброжелательно и отзывались о позиции России. И на самом деле Россия, как великая страна, она как проявила, так скажем, такое уважение к абхазскому народу, когда было сказано, что это внутреннее дело Абхазии, что Абхазия очень ценна для России. Поэтому хотя, опять же, мы знаем, какую подрывную работу бывший президент вел, как он пытался представить все это, что это вот какие-то там западные силы, какие-то там силы, которые хотят антироссийские, да, антироссийские, там чуть ли не синхронно с грузинскими и так далее.
Я думаю, все здравомыслящие политики, конечно, оценили это все правильно и посчитали, что вот все-таки главная стратегическая линия абхазского народа, она неизменна, это союз с Россией, и это было видно вот во всех аспектах, да, во всех аспектах вот этого народной, так скажем, революции, да, народной революции. И это все-таки вот очень позитивный, мне кажется, настрой. Я вот вспоминаю тех молодых ребят, которые танцевали на площади, тех, кто пел на площади. Это вот такой вот, так Порыв скажем, такой. порыв народный. Настоящий. Что вот у нас есть, все говорили о том, что у нас есть будущее, у нас есть будущая Абхазия, мы ее видим, она наша, родная. И вот это очень все важно, вот этот народный порыв, он говорит о том, что то, что все время, да, навязывалось общество, да, экс-президентам, что мы ничего не можем, мы ни на что не способны, мы должны отдать свои земли тем, кто может их, значит, хорошим хозяевам, мы должны заменить наше население, наше неспособное и так далее. Вот народ доказал обратное. Мы все можем, и мы хотим, мы любим свою родину, и мы готовы дальше. И вот это вот так я вот почувствовал эти дни, да, что вот этот нерв, да, нашего народа, когда молодежь 3-4 дня не спит с красными глазами, но с такой идеей, что вот надо защитить свою родину, это говорит о том, что энтузиазм у нас очень высокий в обществе, в народе. И этот энтузиазм на будущее, то есть вот и теперь ни в коем случае и никак нельзя обмануть ожидания общества. Это, я думаю, самая главная сейчас задача для того, чтобы уже, так скажем, начать. У нас большой фундамент, заложенный и нашими предками, и войной, и нашими лидерами, Владиславом. И этот фундамент полит большой кровью. Теперь надо строить правильно, надо строить государство правильно. И вот я увидел этот энтузиазм и этот потенциал, который сегодня есть в обществе. Спасибо большое. Я просто хочу напомнить нашим всем и зрителям, и участникам политического процесса, что часто говорили, вот оппозиция не может собрать народ и так далее. И я никогда не участвовал в, так скажем, революциях или в подобных акциях, таких митингах. И могу сказать с уверенностью, что никто автобусы в районы не отправлял. Все приехали самостоятельно, все пришли самостоятельно. Это было реальное волеизъявление народа. Очень разные группы. Когда ты видишь на фотографиях, что женщины тянут за трос, который там срывает эти ворота, это показатель того, что действительно политика экс-президента, она вывела из себя абсолютно всех. Всех, хотели они этого или не хотели, но терпеть уже это было невозможно. И второе, что хотелось бы мне тоже отметить, это, конечно, это молодежь. Для меня она золотая молодежь. Да, это точно. Это ребята, которые нигде не были замечены, ни в каких акциях, ни в каких митингах, ни в каких криминальных сводках и так далее и тому подобное. Ребята, которые с хорошим образованием, спортсмены, люди искусства встали в один голос, сказали, что мы готовы строить свое государство и не позволим никому там продать, отдать и так далее. И еще один фактор, конечно, это
Ливан, ты сказал об этом, я думаю, что многие уже говорили, то, что надежда на силовиков, то, что они встанут на защиту Аслана Бжаня именно как человек, который хочет распродать и разделить наш суверенитет, она тоже не оправдалась. Она и не могла оправдаться. И не могла оправдаться. Мы об этом говорили, что это невозможно. И мы знаем о преступных приказах, которые были в разных ведомствах. Мы знаем, кто их отдавал, и мы знаем, как их не принимали офицеры. Поэтому здесь нужно все-таки сказать о том, что это был народный протест, даже там, где власть не ожидала, что этот протест произойдет. И вот эти горячие головы, которые надеялись, что можно стрелять по ногам, да? Да. Или вывозить технику, я думаю, что им тоже, наверное, уже известно, что и нам известно об этих приказах. И пора строить другую Абхазию, не там, где кто-то дает приказ стрелять по своему народу. Иван, я хотел бы насчет приказа стрелять по своему народу сказать следующее. Около 2 лет назад, может больше, может 2,5 года назад, мы встречались с экс-президентом, и вот там, на этой встрече, я ему четко и внятно сказал, что в этой стране нет монополии на силу. Я сейчас это повторяю. Вот только человек, не имеющий опыта государственного управления и не понимающий свой народ в условиях Абхазии, может жить иллюзией, что силовым блоком можно огородиться от своего народа. Только человек, не понимающий, что он делает, может надеяться на то, что он может огородиться от народа забором. Это не удавалось сделать в советские времена, когда аппарат принуждения был значительно мощнее, чем сегодняшний аппарат принуждения, который был наспех создан Асланом Бжанием. Даже тогда это сделать не удавалось. Почему они решили, что сегодня это сработает? Это правда, это как минимум глупо было. Мы об этом говорили часто в этой студии. Все случилось, как мы говорили. Оно не могло быть иначе. Оно не могло быть иначе. Это не тот народ, которого можно вдавить свое мнение. Это не тот народ, которого можно напугать силой. Я хочу напомнить события, когда вы задержали ребят, когда мы пришли в МВД и просили встречи с руководством МВД, СГБ. Что они сделали? Они вывели СОБР и попытались грубой силой решить вопрос с теми, кто пришел разговаривать с руководством силовых структур. Большей глупости просто представить сложно. Понимаете, там на месте было сказано, что вы допускаете крайне опасную ошибку. Это еще, слава богу, что закончилось так, как закончилось. Потому что градус кипения в обществе был по-настоящему высок. По-настоящему высок. Это знаете, я смотрю, комментарии, этих провластных анонимов, каналов провластных и так далее. Такое пишут, знаете, как будто они не в этой стране живут. Они могут и не жить. Они, кстати, могут и не жить. Вот это, кстати, может, и объясняет то, что они пишут. Да, мне кажется, очень важно, что, к счастью, к огромному счастью, не произошло трагедии, беды, но очень важно, чтобы те люди, которые еще остаются у власти, из команды экс-президента и экс-премьер-министра, чтобы они понимали, от какой черты мы отошли, чтобы они своими дальнейшими действиями снова не привели к каким-то критическим ситуациям, потому что мы видим, что есть разные сигналы, да, и возможно у них есть надежда на какие-то реваншистские настроения и так далее, да, и события в Пицунде, которые произошли несколько дней назад, это тоже подтверждает, что, возможно, есть такие реваншистские настроения. Мне кажется, нам нужно ответить на вот этот вопрос тоже. Здесь надо сказать о том, что первым долгом, прежде чем мы перейдем к разработке каких-то, обсуждению каких-то конкретных вещей, надо сказать, что почему-то у, так скажем, тех, кто сейчас исполняет обязанности власти сегодня в Абхазии,
они как бы вот эту ответственность, которую они должны разделять с экс-президентом, они от себя как бы отодвинули, мол, вот он ушел, а мы не несем никакой ответственности. Ну, не знаю, мне кажется, здесь ни у кого нету короткой памяти. Мы все понимаем, что вот до этой ситуации они все вместе довели. Они все вместе помогали Аслану Бжане. Их действия или их бездействие. Их действия или бездействие, да? Кто-то подписывал документ, кто-то, значит, на пресс-конференциях или там на каких-то обосновывал это на телеканалах и так далее. Кто-то предоставлял этот телеканал, а кому-то не предоставляли этот телеканал. То есть это такая, так скажем, ответственность. И вообще, если после того, как значит, глава государства признал и подал в отставку, что все, что он делал, это противоречит интересам народа, и народ потребовал от него, значит, отставки, то, соответственно, все, которые активно его поддерживали, должны были подать в отставку, да? Но они как-то мы вот с ним рядом находились, но ответственен он, а мы белые пушистые. Ну, здесь на самом деле вот этой культуры политической, что, знаете, вот вы проводили какую-то линию политическую, да, ее не принял народ, надо уходить в отставку. Но это еще и мужество надо иметь. Ну, я вот степени, здесь думаю, здесь кроме мужества есть то, что если кроме этих вот качеств, надо сказать и то, что Леван сказал, то, что у них есть реваншистские планы, что с помощью каких-то, значит, административного ресурса, денег и всего остального сохраниться во власти для того, чтобы дальше же продолжать эту линию. Нет, но если они считают, что они достаточно популярны, давайте так тогда. Если они считают, что они достаточно популярны, если они считают, что у них есть политический багаж, необходимый для того, чтобы какие-то реваншистские действия предпринять, тогда, если они такие смелые, мудрые и мужественные, пусть уходят в отставку, становятся с нами в равное положение и борются с нами на выборах. Так тогда получается. Знаете, мы будем сидеть, административный ресурс будет у нас, бюджет будет у нас, а вы там снова боритесь, а мы здесь, ну, это, понимаете, это ни в какие рамки, понимаете, ну, вы понимаете, здесь, наверное, важно оценивать реальность в полном объеме. В принципе, события, которые предшествовали пятнице, тем событиям у парламента, они доказывают, что эти люди оторваны от реальности. Они очень красноречиво это доказывают, что они оторваны от реальности, что они не понимают. Вы понимаете, как вот мы сидели, говорили, что вот эта вот настойчивость, проталкивание этого соглашения, вот это вот механизм, который они запустили, когда депутат парламента пишет письмо, кстати говоря, в тот день, когда мы у него сидели, когда он нам дал слово, что у нас будет следующая встреча, он пишет письмо, вице-премьер, зная, что происходит, берет это письмо за основу, быстренько там сообщает в Москву, Москва ей дает отмашку, потом спикер пишет новое письмо, она на него внимания не обращает, бегом пишет. Понимаете, вот все вот эти действия, они неизбежно привели бы к столкновению. И они привели к столкновению. Мы говорили об этом, еще раз повторюсь, мы предупреждали, просили, остановитесь, не делайте. Нет, они упорно пошли, и пока, вот, как говорится, лбом в стену не уперлись, не успокоились. Вот отсутствие понимания реальности, мне кажется, оно никуда не делось, оно так и осталось. И вот те реваншистские настроения, о которых вы говорите, это яркое тому доказательство. Это очень нехороший признак. И мне кажется, что надо как-то людей вразумить, как-то вот донести до них, что это очень опасно, во-первых. Это очень опасно. И если кому-то кажется, что народ разошелся по домам и больше не вернется, это заблуждение, очень серьезное заблуждение. Конечно. Понимаете, об этом надо говорить. Я считаю, что сейчас надо об этом говорить больше, об этом надо говорить чаще, потому что это очень опасные игры.
Ну, во-первых, сам Понимаете, это вопрос не очень решен. опасные игры, а? Сам вопрос по инвестсоглашению, там точка не поставлена. Вопрос по апартаментам точка не поставлена. Вопрос даже по самой власти. На самом деле... Кстати, многие Ливан, говорили- извини, а у нас же по Пицунде вопрос точка поставлена. Да. Мы что знаем, чем закончилась нота МИДа России? Мы же не знаем этого. Они же прячут. И сколько они собираются это прятать? Ну, кстати, могу- И какая будет реакция у общества, когда вот это спрятанное вылезет? Да. Вы понимаете, здесь много вопросов, очень Здесь много. еще надо один фактор сказать. Может, они надеются на то, что вот этот наш запал по поводу защиты национальных интересов, народных интересов упадет, я бы их разочаровал. Но 4 дня, Мы, то, что ребята там выдержали, и то, да, что они готовы мы были еще готовы столько. очень Да, четко, и значит, мы видим, как дальше отстаивать национальные И знаем, интересы, как и это знаем, делать. как это делать, Да. и готовы. И здесь, мне кажется, вот именно когда вот Шоу, ты говорил о том, вот когда они надеялись на силовые структуры, они не учли именно вот этот вот бескорыстный, что ли, да, порыв людей, которые все это делали ради Родины, ради страны. И этот порыв никуда не делся, и в дальнейшем он также сейчас надо отстаивать дальше на наши интересы. И здесь я бы вот, обращаясь ко всем, бы сказал бы, у нас нам дальше надо двигаться и отстаивать наши интересы, потому что эта власть, она не только, значит, продвигала такие антинародные, да, соглашения и проекты, но она еще была полностью коррумпирована. И это вот эти документы, это только айсберг, верхушка айсберга, какая коррупция там творилась, как шло разграбление народных денег и так далее. И здесь вот это надо все учитывать, надо говорить о том, что мы уже должны дальше поэтапно двигаться. Мы обязаны двигаться для того, Теперь чтобы... мы ответственны за это. Да, мы ответственны. Теперь мы ответственны за это, конечно. Это очень важный момент, кстати говоря. Да. Общество начало воспринимать вот эти процессы как некую игру, понимаете? Это очень опасно. И я считаю, что коль скоро мы взяли на себя ответственность, то мы должны предпринять все необходимые шаги для того, чтобы минимизировать риски повторения подобного сценария. Я это говорил часто, повторюсь еще раз. Нельзя, делая одно и то же, ждать другого результата. Нужны изменения. Вот те реформы, о которых говорили, они необходимы. Я не готов сейчас сказать, в каком объеме, но я считаю, что к реформам нужно подходить очень осторожно. Но они необходимы, необходимость в них назрела. И мне кажется, что сейчас было бы очень правильным и логичным заняться этим вопросом вплотную. Заняться этим вопросом вплотную. Конечно же, выборный процесс, который предстоит обязательно. Конечно же, вот эта вот попытка отдельных чиновников вцепиться в кресло и не отпускать его, на это придется отвлекаться. Тут еще много вопросов, которые надо решить. Но, тем не менее, я считаю, что мы должны все-таки вот этот блок необходимых реформ проработать и предложить обществу. Вот это, я считаю, следующий шаг для того, чтобы как минимум минимизировать риски повторения подобного сценария. Это делать необходимо. И в продолжении, наверное, чтобы минимизировать риск повторения, в конце концов уже надо выявить коррупцию, начать уголовные дела обязательно против тех людей, которые совершали уголовные преступления, которые миллиардами воровали из бюджета. Эти все дела на поверхности. Да. Это все дела на поверхности. Например, да, если взять Ачгвару. Линия ВЛ. Да, линия ВЛ. То есть все знают, просто даже уже, по-моему, эксперты посчитали до рубля, сколько там сотни миллионов были украдены, и как прокуратура умудрилась это дело завалить,
это вообще, ну я не знаю, это... Слушайте, там вообще нонсенс был. Там вообще был нонсенс. Суд указывает прокуратуре, что проверка проводится не в полном объеме и не по закону. Да. Такого не было вообще никогда. Никогда. Но это правда не смешно. Это реально не смешно. И прокуратура судится с судом и доказывает, что суд неправильно увидел. Ну, в общем, сейчас зачем это все уже было в СМИ. Да, Вообще, поэтому я думаю, вот координационный совет на вот, ближайшем заседании вот так остро мы поставили вопрос о смене генерального прокурора. Потому что этот вопрос, я думаю, в дальнейшем для вообще нашей государственности является ключевым. Почему? Потому что сейчас в Генеральную прокуратуру должна прийти новая команда ребят, которая должна взять под контроль эту ситуацию, да, в которой творится сейчас в стране, для того, чтобы начать вот так вот честно, беспристрастно разбирать все эти дела. Вот этот завал. Иначе мы опять потонем в коррупции, иначе опять у нас наши вот эти завоевания нашего народа, все становится бессмысленным, потому что невозможно так дальше развиваться. Невозможно, чтобы одни воровали миллиарды, а другие концы с концами не могли. А это ветераны. Это ветераны. Сегодня многие ветераны не могут себе найти денег на лекарства. И в это же время происходит ограбление нашей страны. Поэтому вот эта ситуация, она является очень такой принципиальной, критической для нашей страны. Ну, вообще, я прошу прощения, должен все-таки какой-то перелом произойти, потому что у нас бывали эти смены власти, но за смены все друг друга обвиняли, да, а потом ничего не происходило. Иван, здесь ситуация сегодня, она очень серьезно отличается от того, что было раньше. И скажу в чем. Вот нравится кому-то или не нравится, но в наше общество шагнули новые поколения. Это те ребята, о которых говорил Ливан вот, в администрации президента. Это молодые, красивые, образованные и, самое главное, уверенные в своих действиях молодые люди. Знаете, это поколение нового времени, и они не будут терпеть то, что терпели поколения другие, в том числе наше поколение. Вот это Бхащароб и Харпшзароб, у них работает в этом поколении, работает очень непродолжительное время, и это правильно. Поэтому я уверен, что будут изменения. И я уверен, что эти изменения будут в лучшую сторону. Они не дадут нам просто сидеть, новые поколения. Они не дадут, слава Богу. Да, слава Богу. Да, здесь еще к новому поколению надо прибавить и нас, ветеранов, тоже. Да, конечно. Потому что мы ждем, вот как, знаете, вот справедливости, да, расследование, например, да, по избиению от дзюбженцев. Ждем ветеранов войны, которых, где эти, как можно было избить ветерана, и никто, чтобы за это не понес наказание. Понимаете, мы ждем, например, когда стрельба у Бранзе, да, и, значит, сестры моего однополчанина, который погиб, да, когда там была стрельба и вообще незаконные действия по отношению к ней. Где это расследование? Да? Чем оно завершилось? Чем оно завершилось? Как это, вот это же все касается ветеранов. Мы ждем событий, да, дела врачей, когда просто издевались над героем Абхазии, уважаемым человеком Гургулия. Да? Когда пытались запятнать его репутацию. Понимаете, вот когда мы говорим о том, что
молодежь, но, послушайте, в отношении нас, ветеранов, эта власть допустила такие вещи преступные. Она не то, что допустила, Да, она стимулировала. да. И эта прокуратура, да, которая завалила все эти дела, понимаете, вот сейчас, вот пусть молодежь приходит новая, пусть расследует, пусть они покажут, ну, там у нас любят за нас, ветеранов, со стаканом в руке, пить за нас, там, шнухазат и так далее. Пусть вот, Красивые слова говорят. пусть расследуют, пусть покажут, что это должно быть наказано, так не должно быть, понимаете? Ну, перед Богом, перед обществом. Поэтому вот, если дальше продолжать, да, сейчас я, может быть, все не вспомню, но, например, да, активисты, да, ребят по отношению к активистам, которые воевали, боролись, да, уже молодого поколения, например, того же Тенгиза Агрба возьмем, да. Сперва, во-первых, его избили, да, это, значит, там была охрана. Где это дело, кто расследовал? Потом незаконно задержали этого парня, да, удерживали незаконно. Ну, как это, вот просто, да, а потом по поводу задержания активистов, ребят... Пришлось мосты перекрывать. Да, где, значит, когда утверждалось, что, значит, у прокуратуры якобы есть какие-то там, значит, факты, которые подтверждают ихнюю преступность, а потом выяснилось, что вообще ничего нету. То есть, понимаете, вот эти вещи, если не будет адекватное, значит, расследование, не будет выявлено, ну как это люди, которые борются за интересы Абхазии, они будут вот так преследоваться? И значит, и никакой реакции у прокуратуры. Прокуратура это все закрыла. Но я считаю, это вообще преступные действия прокуратуры. Сейчас я вообще не хочу на личности переходить, да? Но, слушайте, вы меня извините, ребята, нужна новая команда. Нужны новые люди, которые начнут это все разгребать. Ну, так дальше не может продолжаться. Есть, значит, там я слышал, что в Гудаутах, значит, там несколько фамилий собралось, значит, в защиту нынешнего прокурора. Конечно, надо слышать и этих людей. У нас нету фамилий или там кого-то, кому не надо прислушиваться. Но у нас не этот вопрос. У нас сейчас очень важный, принципиальный вопрос общенационального характера. Мы не можем сейчас вот эти важные вещи, которые касаются нашего будущего, вот так вот отбросить, да, и, так скажем, забыть про них, да, сказать, все это, давайте это забудем с чистого листа. Нельзя. Опять, если это все вот останется без реакции, мы придем опять к тому же, Это сейчас для нашего будущего нужно. Ливан, иными словами, словами, понимаете, как мы должны вернуться к делу строительства абхазского государства. Это единственное верное направление. Мне кажется, мы с этой дороги свернули. Да. И нам надо на нее вернуться. Я говорил об этом, еще раз повторюсь. Для чего мы боролись за независимость? Для чего нам нужно было государство? Это же не каприз был наш. Мы же не в игрушки играли. Это единственное условие выживания нашей нации. Другой родины у нас нет. И если мы не будем исполнять закон в полном объеме, если мы не будем исполнять требования Конституции в полном объеме, ничего у нас не получится. Говорили многократно, повторяю еще раз. Мы исключили из нашей жизни государства такую важную составляющую, как ответственность. Мы забыли про нее. А без ответственности ничего не бывает. Понимаете, так,
Так не живет общество, в котором ничему не дается оценка. Ни за что не наступает ответственность. Так, Был так. президентом, перестал быть президентом, ну и ничего. Ну и слава Богу. Ну и Ну и нормально. до свидания. Ну, так не бывает, понимаете. Теперь, я бы хотел сказать, кстати говоря, вот мы как-то упустили этот вопрос. Вот то, что упустили, мы планировали о нем говорить, и мы о нем обязательно будем говорить, я хочу это сделать. Вопрос соглашения. Он так и остался в парламенте. Вот там, когда вот был митинг, там пошла информация, что президент отозвал это соглашение, это проект закона о ратификации этого соглашения. И куда он его отозвал? Его невозможно отозвать. Этот вопрос надо закрывать. Его надо либо ратифицировать, либо отказать в ратификации. И я считаю, с этим вопросом тоже нельзя тянуть. Это вопрос надо закрывать. Не надо его Понимаете? оставлять. Не надо его, да. не надо его оставлять, как говорится, на потом. Потому что это снова может вызвать Вызовет. негативную реакцию в обществе. Почему может? Да. Вызовет. Это однозначно Понимаете? вызовет, да. И вот эти вот риски надо снимать. Надо минимизировать их. Надо снять с повестки вопросы, которые мешают заняться государственными делами, необходимыми государственными делами. Не узко лоббистские интересы какие-то, не узко направленные интересы лоббировать, а по-настоящему общенациональными государственными вопросами. У нас нанесен очень серьезный, властью нашей, экс-властью, нанесен очень серьезный ущерб имиджу нашей страны. Его надо восстанавливать. Это очень сложная и кропотливая работа. Я вот хочу напомнить, как мы после вот этих блокадных 90-х, после вот этих событий на Северном Кавказе, в Чечне и так далее, как мы зарабатывали этот авторитет. Это не год, не два и не три, вот Ливан должен это помнить. А тут пришли, за 5 лет такое начудили, что, понимаете как, что сегодня люди, которые слабо разбираются в политических вопросах, там, в России, прямо обвиняют нас, что мы антироссийские, что мы такие нехорошие, неблагодарные и так далее. Не копаясь в сути вопроса. Слава Богу, там есть образованные люди, которые прекрасно понимают, что происходит. И вот сегодня уже вот их голоса стали звучать все громче и громче. Слава Богу. Но тем не менее, нам этим надо еще заняться. Там тоже очень серьезные проблемы. Эта власть, конечно, за вот эти 5 лет неполных нанесла огромный урон как вообще в саму вопросу строительства абхазского государства, так и имиджу, как в вере в абхазские, В свою страну. Да, в свою страну. И в свой народ. Это, конечно, разгребать, вот я даже писал, кажется, об этом, что, может быть, и не один год, и не один десяток лет, может, придется, потому что очень большой урон нанесла эта власть, она и, к удивлению, собирается еще дальше быть властью. Это ее право. Иван, я думаю, здесь еще один из самых важных таких тезисов, о чем сказал народ. Он сказал, вот мы вас выбрали депутаты, или мы вас назначили там на какую-то должность, служите народу. Если можете. Да, служите народу. Мы же видим, что никакого служения народу мы не наблюдаем. Там и в помине нет. Да, теперь, это первое. Второе, вот этот забор, недопуск, значит, недопуск журналистов. Все, значит, в таком закрытом режиме, чьи-то интересы и так далее. Это надо все. Абхазское телевидение, кстати. Да. Любимое. Да, я хотел к этому, так сказать, прийти. Пусть стоят камеры в парламенте. Да. Пусть мы видим, что там происходит. Со звуком. Со звуком, да. Пусть мы видим, о чем они говорят. Пусть мы видим в открытом режиме кабинет министров, кому выделяет земли, наши земли, кому выделяет. Почему мы не должны знать? Понимаете? То есть это... И Иван, все извини, а что мы увидели? Мы увидели, что когда должно было проходить заседание парламента,
большая группа депутатов находилась Накануне, за сутки. За сутки, да, в администрации президента часами там, да? Да. То есть то, что вообще не должно происходить, ни в каком как бы виде не должно это происходить. Да. То есть Это все должно быть. Вот наше национальное телевидение, пусть это все там транслируется. Да? Сколько раз мы просили от общественных организаций, это даже я, по-моему, сбился со счету, не знаю, все там обращались для того, чтобы получить просто слово на абхазском теле. Дайте нам сказать на своем телевидении ветеранам, интеллигенции, да, героям Абхазии, дайте сказать, закрыто. В конце даже отвечать Да, перестали. даже в конце даже отвечать перестали. перестали. Понимаете? То есть это, ну, здесь это вот пренебрежение тамбара, да, мол, мы вот под охраной, у нас здесь, значит, ГЦО нас охраняет и так далее, мы можем вам отказать в том, что не давать вам, значит, выхода в эфир, да. Ну, это, значит, все это говорит о том, что, значит, первым долгом каждый чиновник, депутат, прокурор, все должны служить абхазскому народу. Это их обязанность. Интересам абхазского народа. Все, что они делают, должно быть открыто. Все, что они, значит, сделали, за это они должны отвечать. Ответственность должна быть. Говорил. Да, и это вот, так скажем, да, и эта линия, я вам так скажу, это линия, о которой наши предки, да, мечтали, и за которую мы кровью заплатили, да, чтобы наше государство служило нашим интересам. Нашему народу. Нашему народу, да, чтобы и вот это узко, то есть мы почему-то смирились, что с какая-то группа, значит, депутатов, да, какая-то группа депутатов, значит, какой-то интерес преследует. Ну, это вообще свой личный, да, там какой-то. Ну, как это вообще возможно? Ну, как это вообще возможно? У нас, значит, и все так вполне нормально так говорят. объяснялись решения. Да. А у него что-то происходит, поэтому он сейчас за это... Но мы, знаете, как, Иван, я тут говорили об этом, кстати, вот в той студии еще об этом говорили, и я вот хочу напомнить это. Вы знаете, мы же к этому тоже не резко пришли. Мы к этому шли постепенно. Безусловно. Так развращали Я абхазский говорил народ, еще раз напомню. Я помню времена, когда в органах прокуратуры, когда человека назначали по родственному принципу, над ним был знак вопроса такой ненормальности. Это говорилось, Да, вы я помните, помню, понимаете? да. Потом пошли дальше. Потом по политическим мотивам начали назначать. Потом добрались до судей по политическим мотивам, врачей, учителей начали назначать. И общество все это принимало. И вот результат. В результате мы подошли почти чуть-чуть оставалось до этого, когда отношения в обществе начали строиться с позиции мужика и барина. Власть – это барин, а народ – это мужики, понимаете? И вот это вот, кстати говоря, вот это, что они навязывали обществу, вот президент и вся его команда, навязывала обществу следующую схему. Мы будем продавать, мы знаем, что вы видите, что мы продаем, мы поставили забор, мы огородились силовиками, можете, приходите, не можете, оставьте нас в покое, дайте нам жить спокойно, спокойно зарабатывать Нам деньги. не с кем дискутировать, да? Вот, да, с вами дискутировать мы не намерены, телевидение мы вам не дадим, в общем, идите лесом, как говорится. Да. А мы тут будем, вот здесь создадим элиту, будем зарабатывать деньги и жить счастливо. Пожалуйста, не мешайте нам жить. Вот примерно вот такие отношения пытались навязать нашему обществу. Слава Богу, наш народ жив, ген живой, ген свободы. В обществе сидит, слава Богу, и он не умер. Общество ответило тем, чем оно обязано было ответить. И оно ответило. Да, это И знаешь, вот ты вот говорил, я сейчас подумал еще об этом, что вот, а что, Россия нам сейчас не в пример в этом? Как вот русский народ сейчас за справедливость борется, да? Да. А то, что происходит по расследованиям по коррупции,
какие сейчас коррупционные дела В Министерстве обороны. Министерстве обороны, как принципиально, да, значит, подходят к этому. Потому что, ну, это же разъедает общество, оно его уничтожает, эта коррупция. И только вот такие вот жесткие меры по Это отношению... единственная форма борьбы, других Конечно. форм нету. Да. Понимаете, там будьте любезны, не могли бы вы остановиться, это не работает. Не работает? Понимаете, ну Да. это во всем мире так, и мы в этом смысле не исключение. Я абсолютно согласен с тем, что этим необходимо заняться, и заняться очень серьезно. Ну, спасибо за беседу, наверное, мы уже будем закруглять. У нашего общества, нашего народа, как мы сказали, очень много всего впереди. За последние десятилетия, не только, кстати, надо признать, экс-власть нанесла урон, но у нас реально много задач впереди. И я бы хотел бы, знаете, чем завершить. 5 лет власть экс-президента Аслана Абжани отдалялась от народа разными путями, и буквально за несколько часов абхазский народ эту дистанцию сократил до минимума. Вот. Это к вопросу о том, что народ жив, и он жив и во взрослых. Были 80-летние и свыше, которые там, фактически там, боролись и дрались. Да? Были, как мы говорили, женщины, была молодежь, были ветераны, которые, я помню, когда мы стояли на Гумисте, сейчас я так говорю, да, и когда они говорили, что вот спустя 30 лет я впервые здесь нахожусь. То есть очень многие люди по-новому увидели борьбу за национально-освободительное движение уже в рамках абхазского государства. И это говорит о том, что народ абхазский жив. И одну фразу я хотел сказать. Извините, я вас спровоцировал. Да, я всегда верю в абхазский народ, потому что вот в самый экстремальный момент во время войны я видел дух наших ребят. Вот перед моими глазами стоит вот этот вот дух, когда там горстка, совершенно небольшая горстка отчаянных ребят шли штурмовать многократно превосходящего противника. Многократно. Я видел этот дух. И когда, значит, я понимал, что вот этим все закончится, когда вот эти антинародные, абхазские инициативы президента, я понимал, что абхазский дух победит. Я это видел я всегда верю, что у нас непоколебимый дух, он везде проявляется. Вы знаете, я вот что хотел бы добавить. Говорят русские, хорошая такая поговорка, нет худа без добра, говорят, да? Знаете, вот я наблюдал это последние 10 лет, может 15. В нашем обществе появилось ошибочное мнение о том, что мы всех свои цели достигли, и можно спокойно заняться своими личными делами, накоплением капитала, неважно каким образом, и так далее. Вот эта иллюзия запутала и экс-власть в том числе. И их действия, вот эти вот вероломные такие вот наступательные действия, они отрезвили народ, мне кажется. Люди поняли, что наши цели не достигнуты, а строительство государства абхазского – это должна быть кропотливая, ежедневная работа, которой не будет конца. Которой не будет конца. И опыт государств, похожих на нас, этому доказательство. Государственность надо обслуживать, ежедневно обслуживать. И вот это осознание, мне кажется, приходит в новом качестве в сознание общества. И это очень хорошо. Да, спасибо. Спасибо за эту беседу. Прошу еще раз прощения за, может быть, необычное сегодняшнее состояние наше. Итак, подписывайтесь на Абстахабар. Мы продолжим рассказывать вам о том, что происходит в Абхазии из эпицентра событий. Спасибо. Абзирас.